Ингушские классики продолжают подготовку к предстоящему первенству России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Спортивный клуб Ади Ахмат. Именно в этом зале наши ребята в течение 2 недель усиленно готовятся к домашнему первенству. Сейчас дик разминки, отработка хамегивы на России, конечно, жмудивы. Рассчитаться дел по порядку. Пошли отсюда, за направляющим пошли. Короткие. Короткие, короткие. Прошлое первенство России, 2018 год, прошло, можно сказать, на 5 с плюсом. У нас было 3 чемпиона России. Это, можно сказать, отличный результат, и мы к этому результату, конечно, стремились. И для нашей республики это была огромная честь принять гостей, проводить чемпионат России, первенство России до 18 лет. И плюс маленькие дети, это какой-то большой стимул и для республики, и для страны, можно сказать. Президент Федерации Руслан Белохороев нам сказал, что будет у нас первенство России. Если честно, все, можно сказать, все обрадовались. Дети даже хотели, кто отобрался, кто желание появилось. По любому дому выступать как-то ответственность большая для спортсмена. И наоборот, болельщики проходят, у него наоборот стимул появляется сильнее. И после этого мы, конечно, работали с Русланом Белохороевым, провели сборы, подводку сделали. И, в принципе, ребята уже, можно сказать, готовы. 9 февраля 2018 года впервые Ингушетия приняла первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Площадкой для проведения соревнований стал дворец спорта «Магаз» имени Берда Евлоева. В состязаниях приняли участие около 400 сильнейших атлетов из 50 регионов России. Давайте вспомним, как это было. По окончанию первенства России именитые спортсмены и представители Федерации спортивной борьбы России сошлись во мнении, что Ингушетия организовала и провела соревнования на самом высоком уровне.
очень важные соревнования в календаре спортивных мероприятий Федерации спортивной борьбы России. Вот. Ну, соответственно, подход такой же, очень тренеры, все представители команд в очень серьезном напряжении находятся. Вообще борьба очень хорошо развита на Кавказе, в наших регионах. Мы тоже не отстаем. У нас есть и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира. Молодежь равняется на чемпионов, продолжает славные традиции старших, которые побеждают. Сегодняшние соревнования, первенство России, тут в Ингушетии, это не исключение. Тоже хорошую борьбу показывают ребята, побеждают, это радует. Юношам я хочу пожелать в первую очередь, чтобы они трудились, скажем так, по-борцовски, не переставали пахать, слушали своих тренеров, и победы не заставят себя ждать. Вернемся в спортивный клуб «Ади Ахмат», где продолжается тренировочный процесс. В преддверии соревнований спортсмены, как правило, практикуют очень интенсивные тренировки, большое количество упражнений, направленных на улучшение функционалки и отработки технических действий. По завершению основной части подготовки борцы приступают уже к более легким тренировкам, параллельно проводя весогонку. حاولها جوا ترينيرك شحنت وشين كلا دوخت ترينيرك بشيتها حاولها أوصل لنا خلنا شحنت بدوت كيف بدوت ترينيرك ده شكل غنيت الوسط состояние беги пока شاء الله شو سبيرنس России сбегали результаты до 8 лет شكل دوخ ترينيرك сборщины ставили первый кера усиленный его шалашка уже сабан нормально ставил. Форум декис 80 кг готовили вот все. Без гонять его. Сегодня в зале спортивного клуба «Ади Ахмат» тренировочный процесс проходит с юношами, которым уже через несколько дней предстоит выйти на ковер домашнего первенства страны. В отсутствии своих более опытных спортсменов тренерский состав уделяет большое внимание каждому из этих ребят. Повозиться для две на руках, без бросков. Поняли? Пожали руки. Начали. Спокойно, спокойно, согласен лучше. В течение 2 последних недель мы готовились к первенству России до 18 лет, которое пройдет в Дворце спорта у нас в Магасе, город. Подготовка прошла неплохо, хорошо, ежедневные тренировки, включая отработку, борьба. Осталось вот пару дней, и подводка у нас сейчас прошла, недельная подводка была, без всяких усиленных тренировок. Это отработка в партере, в стойке, легкая борьба. Подгоняем вес спортсменам, кому гонять, кто кому надо. Сегодня тренировка проходит в отработке, также партер, стойка, без усиленных нагрузок. И под конец тренировки у нас игра, чтобы ребята немного расслабились, поиграли. Ребята в форме, так как занимаются, именно подготовка шла больше 3 недель к первенству России. И все достаточно в форме и готовы выступить. После разминки спортсмены делятся на пары и приступают к основной части тренировочного процесса. Здесь борцам необходимо показать всю свою технику выполнения различных приемов и бросков. Сейчас перевод будет. Отработку делать. Смотрите все. По давлению, давлению. Во! Инвир, I'm illegal. Еще раз. Во! Пальгоя, он рядом. Вертушки, момент.
Вязаться, дыцу, баргойшин, вязаться дышь. Право, как халушка бия, право, право. Во, давление, 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 во. Муж ты, Ханс? Вторая стадия тренировочного процесса – это борьба в партере. В подавляющем большинстве случаев в греко-римской борьбе попадание борцов в партер дает шанс одному из них получить баллы за прием. Поэтому отработка в этом положении – очень важный процесс на каждой тренировке. Спортивный клуб «Ади Ахмат». Именно в этом зале традиционно ощущается соревновательный дух. Усердные тренировки не особо полезны без грамотного тренерского штаба. Чтобы подойти к новому этапу в своей спортивной карьере в лучшей форме, борцам необходимо выкладываться на каждой тренировке и, конечно же, слушать своего наставника. Также на сегодняшней тренировке присутствует и один из самых перспективных борцов Ингушетии Зелимхан Цуров. Совсем недавно воспитанник спортивного клуба «Ади Ахмат» стал победителем чемпионата Москвы и отобран для участия на чемпионате России. В 2018 году на домашнем первенстве Зелимхан был в числе победителей соревнований, а уже сегодня помогает готовиться своим одноклубникам. В последние года Москва, нет чемпионат Москвы, отбор на Россию. Сегодня выступить, да, выиграть тоже еще. До этого сборы в Криме. Вот еще подготовка его. Соперники Дикбы, Москва, Косуат, Керш, Поигрыш, Халхалар. Сейчас сборя его до первенства Москвы. Сейчас сборя после Москвы, тренер Салавадович, отсюда Хатра, Юханзе, в дальнейшем после России. Ведь Энгш был отпиш, ведь Энгш готовил Москва, Хадов тестовал подвод. Особенно в этике в России, чёрный вах плюсивый Энгш, так как целая поддержка доходика вот увидал Андрей Энгш. Он еще раз в России, да Андрей Дик Энгш будет выставить ли, да Андрей Дик результат да. Сонял поддержки, яйца хугил Дик поддержки. Дик результат охудосан херцон, о цартане ног стодуа кремогуштев. В преддверии любых соревнований наши борцы проходят несколько этапов подготовки. Вначале спортсмены проводят сборы за пределами родного зала, где работают над функционалкой в течение нескольких недель. Ну а вторая часть подготовки продолжается уже в зале, где наши борцы работают над технико-тактическими действиями.
15 человек отобрались у нас. Вот они будут представлять нашу республику Ингушетию. Мы надеемся, даже, иншаллах, ждем, что будут чемпионы. Я бы всех желающих, всех болельщиков, даже, как бы сказать, чтобы они пришли и поддержали наших ребят. Да, конечно, греко-римская – это у нас как-то основатель, фундамент, можно сказать, в республике. На сегодняшний день стоит первый результат у нас по греко-римской борьбе. И я прошу, наверное, всей республики Ингушетии, всех зрителей, чтобы пришли и поддержали наших ребят. В отличие от вольной, в греко-римской борьбе запрещены проходы в ноги, но от этого соревнования не становятся менее зрелищными. На тренировках можно часто увидеть красивые броски в исполнении борцов. Выглядит все это очень эффектно, и нередко на турнирах спортсмены прибегают к весьма неожиданным приемам, но лучше самому посмотреть и убедиться. С каждой новой тренировкой в стенах родного спортивного зала борцы из клуба Ади Ахмат совершенствуют свои навыки и усердно готовятся к покорению новых спортивных высот. Уже 13 марта в Ингушетии стартует первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. В течение 3 соревновательных дней во Дворце спорта Магас имени Берда Ивлоева сильнейшие борцы России будут оспаривать пальму первенства. Удачи нашим спортсменам!